Еще раз приветствую всех гостей и участников полуфинала национального чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Дальневосточного федерального округа, который впервые проходит в столице Республики Саха-Якутия в городе Якутске. В ближайшие 3 дня спорткомплекс «Триумф», где проходит чемпионат, превратится в кузницу мастеров. Здесь соберутся участники по 10 различным компетенциям. Это лучшие мастера поварского дела, кондитерского, это искусные ювелиры, веб-дизайнеры, сварщики, в общем, профессионалы рабочих профессий. Экспертам предстоит очень нелегкая работа. Им надо выбрать лучшего из них, который будет представлять свой регион на национальном чемпионате в Казани. 7 регионов Дальнего Востока, более 40 участников и 10 компетенций. За звание лучшего готовы бороться студенты среднеспециальных образовательных учреждений и молодые рабочие. Напутственное слово в адрес участников высказал Илья Истокин, который не понаслышке знает, что такое участие в национальном чемпионате профмастерства. Здесь представляю компетенцию номер 39 в качестве эксперта. Я участвовал в чемпионатах Москвы, в чемпионатах Казани. Призер, бронза, 2 место. Конечно, очень переживал, очень волновался. Это чемпионат WorldSkills кардинально изменил мою жизнь. И я понял, к чему нужно стремиться, как где-то делать, как учиться, как заниматься самообучением. Именно самообучение – это самое важное в нашей компетенции, по крайней мере. Потому что очень многого не преподают в вузах, очень многого не преподают в школах. А после сравнения, особенно такого, когда ты занимаешь какое-то место на чемпионате, и ты видишь планку выше, то, что она гораздо выше, а не так, где ты думал, да? Ты думаешь, что ты можешь все, а на самом деле нет. Есть люди, которые смогут всегда чуть больше, чем ты. Это очень стимулирует, да, хочется расти, хочется учиться, добиваться. В нашей компетенции сейчас 3 участника, из других городов это 2, нюрнбергенцы, если не ошибаюсь. Все мы с республики, это Крымов Игорь и 2 ребят нюрнбергенцев. Их готовил как раз-таки наш коллега, с которым мы были в одной команде на чемпионате в Казани и заняли бронзу. Я думаю, они достойно себя покажут. Действительно, победителю стоит постараться, ведь полуфинал национального чемпионата WorldSkills в России проводится впервые. Раньше победители регионального отборочного тура могли сразу попасть в финал национального чемпионата, но в этом году было принято решение проводить полуфиналы в федеральных округах. А значит, до заветной медали и звания лучшего в своей профессии еще далеко. Министр профессионального образования Дмитрий Галушко сообщил ЕСЯ, что Якутия рассчитывает и в будущем претендовать на проведение полуфиналов дальневосточного этапа в Якутске и расширять количество компетенций. В субботу глава республики с руководством российской организации по проведению чемпионата по рабочим специальностям по стандартам WorldSkills подпишет дорожную карту. Это документ о взаимодействии как раз и развитии этого направления. Для того, чтобы мы улучшали это, развивали это направление, нам важнее всего это заняться, во-первых, подготовкой своих мастеров производственного обучения, которые бы сами соответствовали этому высокому уровню. Второе – это, конечно же, развитие материально-технической базы наших учебных заведений. Будем стремиться к тому, чтобы в каждом учебном заведении, где готовим по этим компетенциям, было самое современное оборудование, на котором ребята будут учиться работать. К слову, технический директор WorldSkills Russia Алексей Тымченков заметил, что в Якутске для компетенции поварского искусства подготовлена отличная площадка, пожалуй, лучшая, которую он видел на чемпионатах в России. Правда, победитель регионального этапа по этой вкусной компетенции Слободенюк Максим, представляющий Хабаровский технологический колледж, боится скорее не за плитки сковородки, а за конкурсные задания. Конкуренция, конечно, ощущается. Здесь раз на раз не приходится, но будем надеяться на опыт, на стаж. У вас здесь, я так понял, повар тоже представлен из Якутии. И мое мнение, да, именно продукты ваши национальные, то есть рыба, мясо, жеребятина, если честно, не доводилось с этими продуктами работать. Волнуюсь. Это опыт, посмотреть вообще тенденции современные, кто что может, и просто интересно испытать себя. Полуфинал национального чемпионата Дальневосточного федерального округа продлится до 19 апреля. В ближайшие 3 дня участники будут бороться за звание лучшего в своей профессии. Их ждет напряженная работа и вера только в себя и в свои способности. Пожелаем им успехов! Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, Николай Необутов, ЕСЯ.